Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. И вначале коротко о главных событиях. Отмечена важность взаимодействия государства с предпринимателями. Состоялась встреча президента с представителями бизнес-сообщества. Дань памяти не только жителям района, но и всем выходцам из Южной Осетии. В поселке Дзав возводят мемориал, посвященный героям Великой Отечественной. Красочное традиционное праздничное мероприятие в Югостинском госуниверситете провели Пушкинский бал. Состоялась встреча президента Алана Гаглоева с представителями бизнес-сообщества. Обсуждены актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены обозначили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются в работе. По словам президента, государство всегда готово оказывать поддержку предпринимателям, совместно находить пути решения возникающих проблем. В начале встречи президент отметил важность взаимодействия государства с предпринимательским сообществом и призвал к открытому диалогу. Мы понимаем значение бизнеса для развития экономики Южной Осетии. Предприниматели должны чувствовать поддержку со стороны государства, отметил Алан Гаглоев. Глава государства заверил присутствующих, что руководство страны открыто для конструктивного диалога, а также готово помогать в решении возникающих проблем. Ale inaczej to że tu jest główna hosajdą. Hosderna to chciunda rozciągna. Nej, umagerska. Kocham film Badrymy z dystawsianej. Cisza rutachsy, cisza chwyr, kama szwienek rost, kama się podli предложение государства Хаздактан. Еще вот Орхоендермендер проектами программу таджи реализуется в Шеудах, дороже уже станивши даран Бохватчина. Якод аргума изаго, он хостенан, на юмаку машиста ходим нашего. Вопросы предпринимателей республики всегда в приоритете, отметил министр экономического развития Сармат Котаев. При министерстве функционирует общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. В его состав входят и представители предпринимательского сообщества. Периодически проходят встречи, на которых обсуждают злободневные вопросы взаимодействия. Координационный совет долгое время не работал. Мы за последние 2 года уже провели несколько встреч. Забегая вперед, скажу, что представители предпринимательского сообщества нам говорят, чтобы повысить статус этого координационного совета. Ну, это, наверное, уже они сами будут озвучиваться. Так, хочу поприветствовать всех и еще раз подчеркнуть, что Министерство экономического развития в любое время, 24/7, как говорится, готовы работать и взаимодействовать с представителями предпринимательского сообщества. У нас сегодня координационный совет при правительстве. В том числе по экономике будем создавать госсовет. Это пока как предложение, поручение такое есть, они прорабатывают и нормативную базу, готовы включить представителей предпринимательского сообщества. Председатель комитета по налогам и сборам Вадим Каджаев подчеркнул, что большинство предпринимателей республики исправно платят налоги. На сегодняшний день осуществляется деятельность порядка 1000 предпринимателей, как индивидуальных лиц, так и юридических лиц. Мне бы хотелось выразить благодарность всем вам за то, что вы вносите определенную лепту в доходы нашего государства. Предпринимательское сообщество, которое у нас осуществляет деятельность на территории доходов государства, по состоянию на 1 декабря поступили следующие доходы. Значит, учитывая то, что большинство из вас пользуются специальными налоговыми режимами в виде единого налога на объединенный доход и упрощенной системы налогообложения, это практически льготное налогообложение. Вот. За 9 месяцев по единому налогу от вас в бюджет поступило 9 миллионов 474 тысячи рублей. И по упрощенной системе налогообложения, которая подразумевает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость,
поступило в бюджет 8 миллионов 368 тысяч рублей. Данные это за 11 месяцев текущего года. Отдельное внимание участники встречи уделили прошедшему в сентябре первому международному экономическому форуму в Южной Осетии. Событие имело исключительное значение для бизнеса республики. Предприниматели отметили высокий уровень подготовки и проведения форума. Очень спасибо, что нашли время и организовали эту встречу. Сама идея вот этой встречи, она зародилась в предпринимательской среде. И это было как бы в продолжении вот того экономического форума, который у нас прошел в сентябре месяце. Он был очень представительный, очень на высоком уровне организованный. И после этого вот вопросы возникают, то есть что это нам дало, для чего это было сделано. Несомненно, импульс был задан, и чтобы вот дальнейшие шаги определить. В ходе встречи представители бизнес-сообщества обозначили проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе, и предложили пути их решения. Вопрос оформления товаров и ввоза грузов через контрольно-пропускной пункт Нижний Зарамаг остается в числе приоритетных. Определенные неудобства предприниматели испытывают при процедуре таможенного декларирования. Для улучшения ситуации предприниматели выступили с предложением. Вот у нас один раз машина оформлялась 10 дней. 10 дней машина стояла в ожидании таможенных документов. Простой машиной, если это таможенный перевозчик, 10 тысяч в сутки. Плюс декларация 15 тысяч. То есть это все ложится на продукты, на цену конечного продукта здесь на внутреннем рынке. То есть надо поехать, привезти, подождать и так далее. Значит, а согласно таможенного кодекса Евразийского союза, пересечение границы идет без применения процедуры таможенного декларирования. То есть подается статистическая форма учета, эта форма регламентирована законом о таможенном регулировании Российской Федерации. То есть мы приехали, загрузились и уехали. Стат-форму подает продавец, российское лицо на сайте ФТС. Мы ничего не ждем, мы просто документы забираем и уже дальше едем свободно, пересекаем границу. И здесь уже накладные расходы немного снижаются. Алан Гаглоев отметил, что предложение будет проработано. Не менее актуальным остается вопрос получения кредитов в рамках льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. Их выдача возобновится после внесения изменений в саму процедуру оформления, отметил глава государства. Более 80% забранных кредитов не реализованы по представленным бизнес-планам. Ошиев на фандуди, молсуспеват кутапон, гандаряхи обязательства таис. Яхирискта флас будущего года эту схему мы меняем вместе с депутатским корпусом. Простой кредит, что парфунжмайдан бокасустан, если ты начинаешь использовать эти кредитные средства согласно представленному бизнес-плану, Министерство экономики, государство начинает субсидировать эту процентную ставку, и процентная ставка спускается до установленного. Предприниматели обозначили возможность выстраивания здоровой системы взаимоотношений административных структур и предпринимателей по вопросам аренды помещений. Алан Гаглоев подчеркнул, что данный вопрос необходимо проработать совместно с парламентом. Тут дело в подходе, дело в обсуждении. Все, что мы должны сделать в закон. У нас для разработки и принятия законов есть парламент, есть депутаты. Насколько я понимаю, депутаты тоже настроены, чтобы создавать и улучшать условия для наших предпринимателей. Зона излагает на наше предложение, на депутаты в любом случае давайте условимся. Юфенберг мосны салканам, на шефорство цетканам, удом более подробно на депутаты даже бахуна, на комитета студию. Также обсуждались вопросы развития туризма и сельского хозяйства как ключевых отраслей для развития экономики республики. В завершении встречи президент еще раз отметил важность и необходимость взаимодействия государства и предпринимательского сообщества.
Стороны подчеркнули необходимость проведения подобных встреч на периодической основе, что позволит обсуждать возникающие проблемы для их оперативного решения. Стелла Бязарова, Сармат Гудитаев, Алим Бетеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Имена героев не будут преданы забвению. В Южной Осетии простились с бойцом Георгием Тигишвили, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Траурную церемонию прощания с бойцом посетило руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, представители общественности, родные и близкие военнослужащего. Сегодня в последний путь проводили Тигишвили Георгия Казбековича, погибшего при исполнении воинского долга в запорожском направлении. Боец служил в рядах полка имени Исыплиева. Георгий погиб 23 ноября, всего месяц не дожив до своего 49-летия. В зоне специальной военной операции боец находился с 2023 года. وقت فشتم فشاگی زاگیا نمنگه قوم شون نمیم بالت فرس مربلاون هور دیگه شدی افساد ما ایران باتالیونای هم توخ کد تا فسلوش با کد تا من آخام وزاو وره الخال تا من یکودن مافتاو مگزکه. Друзья и знакомые Георгия отзывались о нем как о мужественном человеке. В 2008 году он встал на защиту Южной Осетии. Не остался в стороне, когда началась специальная военная операция. Проводить в последний путь воина пришли руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, председатель парламента Алам Маргиев, премьер-министр Константин Джусоев, чрезвычайный полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов. Глава государства выразил соболезнования семье погибшего, отметив его доблесть и отвагу. Георгий Дарнечуди, мы лапута форсма, юми огзногнахма. Славудис, олухот тербожурам бойдем, зион. Курбойкусам бойдеват, кифазион вифадел. Мама фандеша моя мана бидун теройдоге юл дарфекусуй. Югзон аузохту Георгий, яхи кайнам бахсто. Эма Роздар кам Петроздар лапутаев кам лавдас там сехсам фалавуди фидоре. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов отметил, что Осетия и Россия гордятся такими героями, как Георгий. Георгий неоднократно был ранен, но не было ни одного случая, чтобы он покидал позицию. Его товарищи говорили по окопу: он рядом с нами, он никогда не покидал, не лукавил, не прятался. Он всегда был на переднем крае. Но, к сожалению, Всевышний всегда забирает в первую очередь тех, кто мужественный, кто сражается до последнего вздоха. Указом президента Георгий Тигишвили посмертно награжден медалью защитнику Отечества. Без отца остались 5 детей. На сегодняшнем заседании правительства Кабинет министров одобрил отчет об исполнении государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению в 2026 году. Внесены изменения в ранее принятые постановления правительства. Кабинет министров принял и кадровые решения. Правительство Южной Осетии одобрило отчет об исполнении государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Как отметил министр финансов Замбулат Татаев, доходы бюджета составили 6 миллиардов 457 миллионов рублей, расходы 5 миллиардов 921 миллион рублей. По итогам 9 месяцев параметры бюджета составили по доходам 6 миллиардов 457 миллионов рублей, что составляет 70,1% от бюджетных назначений. И по расходам составило в сумме 5 миллиардов 921 миллион, что составляет 63,25% от бюджетных назначений. Налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета за 9 месяцев составили 1 миллиард 288 миллионов рублей. Это то, что мы называем своими собственными доходами. И в процентном соотношении они составили 66,4% от бюджетных назначений. Сегодня же Кабмин одобрил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи населению в 2026 году. Министр здравоохранения Суслан Нанев подчеркнул, что программа направлена на обеспечение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг для жителей республики.
Константин Александрович, уважаемые коллеги, программа разработана в соответствии с законом об основах охраны здоровья граждан Республики Южная Осетия, определяет гарантированный объем оказания бесплатной медицинской помощи населению. Устанавливает виды и условия бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний, категории граждан, нормативы, объемы финансирования, целевые показатели, а также перечень медорганизаций и жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также обеспечивает доступность, качество и равные условия получения медицинской помощи для граждан Республики Южная Осетия в 2026 году. Кабинет министров Южной Осетии единогласно одобрил изменения в постановлении правительства, касающиеся установления окладов по типовым воинским должностям военнослужащих Государственной службы охраны. Разработан в целях исполнения указа президента Республики Южная Осетия от 4 ноября 2025 года. Проектом предлагается установить типовые оклады по воинским званиям и предлагаем распространить настоящий по вступлению в силу предлагаем распространить правоотношения с 4 ноября 2025 года для того, чтобы смогли оплатить соответствующий зарплат. В ходе заседания Кабмин принял и кадровые решения. От занимаемой должности по собственному желанию освобождена замминистра здравоохранения Алла Чучева. И сегодня же правительство утвердило назначение Николая Кукоева на должность заместителя руководителя службы государственного ветеринарного фитосанитарного надзора Югоссельхознадзор. Зарина Кочева, Айда Кочева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Подвиг героев Великой Отечественной навсегда останется в благодарной памяти потомков. С этой целью в республике проводятся реставрационные работы памятников участникам войны, выходцам из Южной Осетии. Каждый из них внес свой безмерный вклад в дело приближения Великой Победы. В нашем следующем материале расскажем о возведении мемориала героям в поселке Дзау. В поселке Дзау возводят мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны. Этот монумент станет данью памяти не только жителям Дзауского района, ушедшим на фронт, но и всем выходцам из Южной Осетии, сражавшимся в годы войны. В советское время, по воспоминаниям местных жителей, на этом месте располагался парк Победы с лавочками и аллеями. Однако после разрушительного землетрясения 1991 года от него ничего не осталось. Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина здесь также начались восстановительные работы. Проект осуществляется при содействии Фонда президентских грантов и благотворительной организации «Память поколений». Сделали его в 1981-1982 годах. Был заложен этот парк, сделали вот этот памятник. Памятник был высотой где-то 10 метров. Но во время землетрясения в 1991 году, эпицентр землетрясения был здесь, в поселке Дзау, он сломался. Теперь благодаря России получили помощь для восстановления вот этого памятника. По словам Альберта Тедеева, до землетрясения памятник представлял собой скульптуру солдата, который вынес на руках раненого с поля боя. В новом исполнении скульптура будет в ином виде. Вот здесь было столько ступеней, сколько дней шла война. И вот эту лестницу надо будем восстанавливать. Естественно, на площадках будет установлен свет и все подобное. Памятник сам будет освещаться. Памятник установлен с Божьей помощью в этом году, а на будущий год мы благоустройство должны закончить. Для жителей поселка и всей нашей республики это больше, чем просто строительство. Это акт восстановления исторической справедливости, возвращения национального достояния. Это символ того, что память о великом подвиге предков не подвластна ни времени, ни стихиям. Это память наших предков, те, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Это память о тех людях. Их не должны забывать. Программа эта, она очень нужна, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этом. Какой вклад наши люди внесли в победу Великой Отечественной войны. Полностью работы будут завершены в будущем году. И вот уже совсем скоро тишину гор снова будет охранять каменный солдат, напоминая новым поколениям о цене, которую заплатили их деды и прадеды за мирное небо. Анжела Кукоева, Альдина Чехоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Делегация из Южной Осетии приняла участие во втором международном педагогическом форуме на базе Армавирского государственного педагогического университета. Делегацию Министерства образования и науки Республики Южная Осетия возглавил министр образования и науки Аслан Лулаев. В состав делегации вошли представители аппарата Минобразования, педагоги и директора школ республики, а также воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Эксперты обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы работы с детьми.
В городе Армавир состоялся второй международный педагогический форум «Новые смыслы образования». Мероприятие прошло на базе Государственного педагогического университета, где приняли участие руководители профильных ведомств, образовательных учреждений России, Южной Осетии и Абхазии. Программа форума была достаточно насыщенной, и, конечно, наши участники получили огромный опыт, который им пригодится и в их дальнейшей работе. В ходе форума были обсуждены различные актуальные вопросы, эксперты обменивались опытом и выработали общие подходы к развитию образовательной системы. А также особое внимание было уделено и воспитательной работе, укреплению любви к Отечеству и формированию патриотизма среди нашего молодого поколения. В рамках форума были подведены итоги конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 21 века», организованный Государственным педагогическим университетом города Армавир. В конкурсе приняли участие и работники системы дошкольного образования Республики Южная Осетия. Этот конкурс был с международным участием, что, конечно, немаловажно, так как наши участники из Южной Осетии приняли участие и заняли первые, вторые, третьи места, чему мы, конечно, очень рады. И, пользуясь случаем, еще раз хотим их поздравить и желаем им дальнейших успехов. Конкурс «Воспитатель 21 века» стал традиционным и проводится уже 8-й год. Представители Южной Осетии в нем приняли участие впервые. С условиями конкурса участники были ознакомлены в июле. Тогда делегация Армавирского государственного университета в рамках международного сотрудничества прибыла в нашу республику. К этому проекту мы очень тщательно готовились, потому что проект был поделен на 3 этапа. Первый этап – надо было зарегистрироваться. Второй этап – мы должны были представить план-конспект наших мероприятий. И третий, уже мы должны были подготовить ролики наших мероприятий, которые мы потом впоследствии все отправили. Людмила Дякунчак стала лауреатом первой степени. Она представила 2 проекта на тему доброты и Великой Отечественной войны. Наши дети говорили о доброте, рассказывали стихотворения, пели песни, и играли, были представлены игры. Мы затронули песни советских авторов. Одним словом, проекты удались. Если честно сказать, мы ожидали, конечно же, может быть, званий лауреатов, участников конкурса, но, честно говоря, никто из нас даже не представлял, что мы займем именно призовые места. Эмоции, конечно же, были положительные, переполняли. Нам было очень приятно, что Республика Южная Осетия выиграла призовые места. Воспитатель детского сада номер 9 Нуна Налбандова представила проект на тему «Доброта и дружба». По данному проекту мы заняли 2-е место. И даже я хочу сказать, что это не мы, а мои дети, моя группа, которая с удовольствием принимала участие в разработке проекта, и мы делали все это вместе, плюс родители, которые меня всегда понимают, помогают мне и всегда рядом. Они с нетерпением ждали, с чем я приеду, и когда я приехала, дети были безмерно счастливы и рады, конечно, когда я показала им диплом. По итогам конкурса будет сформирован банк методических разработок для широкого распространения. Анжела Кукоева, Фатима Чочева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском государственном университете прошел традиционный Пушкинский бал. Торжество было посвящено 226-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На мероприятии присутствовали посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, министр образования Республики Аслан Лулаев, представители общественности. Анжела Кукоева с подробностями. Девушки в вечерних платьях, а кавалеры в парадных фраках. Такова картина, открывающаяся гостям Пушкинского бала в стенах Госуниверситета. Впервые праздничное мероприятие состоялось в прошлом году к юбилею поэта. Организаторы, сотрудники и руководство вуза решило сделать его традиционным. Студенты готовились к празднику основательно. Праздник поэзии и танцев открыли величественным танцем полонез, без которого не обходилось ни одно торжество времен Пушкина.
Под звуки вальса и мерцание свечей участники воссоздали атмосферу светских балов XIX века, перенося зрителей в эпоху Александра Пушкина. В дверях Эдема ангел нежный, главой поникшую сиял, а демон, мрачный и мятежный, над адской бездною летал. В зале присутствовали школьники республики, которые с интересом наблюдали за торжеством, ознакомились с правилами светского этикета. Романсы и танцы сменяли друг друга, со сцены звучали строки из стихотворений великого русского поэта. Дамы и господа, позвольте мне подарить вам романс «Очи черные». Маэстро, музыку. В мероприятии участвовали не только студенты Юго-Осетинского государственного университета. Были приглашены представители российской 4-й базы, а также учащиеся 1-й школы поселка Ленингор. Умеете ли вы вальсировать? Умею. Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы птицы, что мы летаем, что у нас выросли крылья. В зале царила особая атмосфера: костюмы, музыка, поэзия – все в лучших традициях светских балов. Со сцены звучали строки, переведенные на осетинский язык из бессмертного романа Евгения Онегина. С интересом за действом на сцене наблюдали приглашенные почетные гости: министр образования Аслан Лулаев, полномочный и чрезвычайный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, руководитель Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров. Ректор ЮОГУ Вадим Дедеев выразил глубокую благодарность организаторам за прекрасный вечер. Лично сам получил огромное удовольствие. Не могу не высказать слова благодарности в адрес Министерства образования и науки Республики. Аслан Давидович. Наше сотрудничество, оно показывает, что именно так и надо, когда студенты, школьники вместе проводят мероприятия, это сближает. Руководитель Русского дома в Южной Осетии Сергей Комиссаров отметил выступление учеников из самого отдаленного района Республики Ленингора, выразив надежду, что с каждым годом Пушкинский бал будет привлекать все больше участников. В этом году к нам присоединились золотая молодежь, дети с Ленингора, которые со своим выступлением порадовали всех нас. Сейчас мы были свидетелями настоящего праздника, праздника культуры, праздника русского мира, оплот которого здесь, в Южном Кавказе, как раз находится в Цхинвале. А сердце русского мира, наверное, это университет. Главными участниками вечера стали студенты факультетов международной журналистики, иностранных языков и русской филологии. Анжела Кукоева, Рауль Кочев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Завтра на сцене Государственного драматического театра имени Костахи Тагурова выступит народная артистка Южной и Северной Осетии, заслуженная артистка России Вероника Джуева. Оперная дива представит почитателям своего таланта сольную программу. Выступит с государственным мужским хором при президенте Южной Осетии. На концерте прозвучат оперные арии, итальянские и русские композиции. Джуева исполнит песни и на родном языке. Начало концерта в 18:30.
С 29 по 30 ноября в городе Ессентуки проходил 19-й Кубок мира по рукопашному бою Федерации полноконтактного рукопашного боя. Южную Осетию на масштабных соревнованиях представил юный спортсмен Рауль Дзагоев. Он выступал в весовой категории 66 килограммов. Провел 2 боя. Сначала он встретился со спортсменом из Чеченской Республики, а в финале наш спортсмен боролся с представителем Дагестана. Дзагоев занял первое место. Соревнования проводились с целью развития и популяризации полноконтактного рукопашного боя и выявления сильнейших спортсменов. Шауфаши, вообще хостон фичагун. Садас жарха, нуш спортай, смешанный динаморство. Офта шауфаши джавах шауршдар. 73 репарстун 606. Шан фахалун. ما افترض دي مرام بلت. ما تاني جابي روسلان جابي ورزماك سافت طبعا خص كنت جابي روسلان مثلا اشتري بوزنك شتو مشهور يدست خص من كنت ما جابخ من أطول كدر. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, в Знаурском районе днем плюс 9, ночью плюс 4. В Тавском районе днем плюс 5, ночью 1 градус тепла. В Куртиквайса днем плюс 3, ночью 1 градус с отметкой минус. В Ленигорском районе днем плюс 7, ночью плюс 3. В столице республики в Цхинвале днем 7 градусов тепла, ночью плюс 3. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуоева, желаю вам всего доброго и до свидания.